Вы познакомитесь с землей первотворения якутских аланхо, эвенкийских нингаканов, которая была маленькая, размером с коврик, сделанный из шкуры головы одного оленя, с маленькими деревьями, реками, горами, животными. Вы познакомитесь с мировым деревом Аллукмас, корни которого уходят в Нижний мир, ветви в Верхний мир, со стволом в Среднем мире. Именно в таком дереве живет Ичи, дух-хозяйка родной земли героя Аланхо, Ана Лахчин-Хотун. А вот и другая схема Вселенной скульптора-философа Роберта Петрова, где показаны 9 ярусов Верхнего мира, Средний мир, населенный духами-хозяевами Ичи, дома, хатона-коровника, озерка, леса и 9 ярусов Нижнего мира. Здесь мы обычно спрашиваем детей, почему якуты раньше не хоронили в земле? И нам очень правильно отвечают, как же человека отдать в Нижний мир? Сейчас вы видите макеты разных способов захоронений древних якутов, относящихся уже к разделу шаманизм. Раздел шаманизма является как бы рекламой наших специальных лекций о семантике шаманского костюма, о структуре камлания, шаманским бубнам Северной Азии посвящен наш первый из 3 интерактивных экранов. На этом интерактивном экране представлен быт и духовная культура 37 народов. По каждому народу 7 разделов, которые наполнены информацией, а также фотографией. И давайте посмотрим, например, эвенков. Карта показывает места их расселения, самоназвание, данные об этногенезе, типах жилищ, национальной одежде, показаны шаманские костюмы, бубны и атрибуты ритуалов, жанры фольклора и музыкальные инструменты, праздники. Вы видите традиционное жилище якутов – балаган. Лицо восковой фигуры охотника нашего имеет портретное сходство с известным тюркологом, доктором филологических наук, профессором Николаем Егоровичем Петровым, прекрасным знатоком народной культуры. А сейчас вы слышите то, что обычно звучит на обзорных экскурсиях. Его прекрасный алгыз, адресуемый Ичи, духу хозяина огня, которого он песенно просит охранять дом в его отсутствии и чтобы на охоте была удача. Его пение иллюстрирует один из 3 стилей интонирования песенных разделов Аланхо. Представители каждой из 3 сфер Вселенной изъяснялись на своем песенном языке. Вы видите 2-й интерактивный экран, заполненный тоже фотографиями, аудио, видеоматериалами по жанрам фольклора, сказителям, самодеятельному и профессиональному искусству. А потолок нашего зала – это макет звездного неба. Мы выбрали самые известные мифы народов Якутии о звездах, созвездиях, солярные, лунарные мифы. Перед вами диорама Аланхо Платона Алексеевича Аюнского «Нюргун-Батур стремительный» с передвижными магнитными куклами. Здесь проходят занятия с дошкольниками. Главным признанным школьной общественностью республики достижением музея нашего является созданный в 2010 году первый в республике полнометражный анимационный фильм по Аланхо Платона Алексеевича Аюнского «Нюргун-Батур стремительный» на основе эталонной, почти 9-часовой записи Гаврила Гавриловича Колесова на всесоюзной фирме грамзаписи «Мелодия». Мультфильм звучит на 7 языках, прежде всего на якутском, русском,
В 2012 году к детям Азии с помощью преподавателей кафедры восточных языков Северо-Восточного федерального университета и носителей языков, приглашенных профессоров, мультфильм был переведен и озвучен на китайский, корейский, японский, английский, немецкий языки. А в 2015 году по многочисленным просьбам зрителей переведен и озвучен на якутском языке. У младшего брата верховного божества Ирюн Артойона, Аинга Сиертойона и его беременной жены Аину Аралджин Хотун задолго до положенного 9-лунного срока, хохоча и крича, вывалился из утробы матери младенец. Так рождается герой нашего Аланхо. 他马上表现出了蛮横的性格来，大喊大叫，攥拳顿足，像是要对付整个世界。被吓坏了的3个氏族的祖先们纷纷去找法官和君主们。Die Richter schicken den Säugling in die Unterwelt ans Gericht der 3 Wiegen, zu einer alten Prophetin, Bechegörbegülkan. 예언자 할머니는 아기 운명을 예측하고 천상세계와 지상세계의 모든 인간을 다 죽여버려라. 그리고 모든 것을 철저히 파괴하라고 노래하였습니다. 그리고 앞으로 이야기가 자라면 온 세상을 파괴할 수 있는 큰 영웅이 될 것이라고 예언하였습니다. この赤ちゃんの性格の悪い面を恐れた神々は、赤ちゃんを白い天の果てにある渦のように旋回する鉄の山にある8面の柱に魔法の縄で縛らなければならないと命令しました。 This boy will become a defender of people in the future, Nurgun Batur the Impetuous by name. The gods make a conclusion. The boy will be set free only in the case of sorrows and troubles occurring in the middle world in order to eliminate the destroyers. Первыми людьми среднего мира. Каждый из этих маленьких, как бы театральных сценок представляет отдельный сюжетный мотив Аланхо. Каждый из них является художественным отражением обрядов жизненного цикла, дородильных, родильных, послеродильных, свадебных, шаманских ритуалов. Структура эсэха аналогична структуре свадьбы на территории жениха, второй свадьбы, первая на территории невесты. Мы рассказываем о празднике летнего кумысопития, старинном Новом годе якутов эсэхи и показываем фрагменты собственного научно-популярного фильма с игровыми фрагментами «Якутская свадьба. 19 век» кинорежиссера Сергея Зверева. И завершается наша экскурсия знакомством с якутским инструментарием. Обычно дети с удовольствием пробуют играть на специально сделанных для них инструментах и старинных звуковых игрушках. Выездные занятия с народными инструментами обычно имеют успех у ребят.